Особый акцент. Ежедневное интервью в студии радио «Спутник Кыргызстан». Акцентируем на главном. Продолжаем наш эфир в студии Талайбек Ураскулов. Как всегда, во время дневного прайм-тайма у нас программа «Особый акцент». И сегодня я предлагаю акцентировать ваше внимание на энергетике, точнее, на одном из его проектов. Это КОСА-1000, такая вот аббревиатура, которая вызывает разные эмоции у наших кыргызстанцев. Сегодня у меня в гостях начальник группы по реализации проектов ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Рустамбек Раимкулов. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о процессе переселения из-за строительства ЛЭП КОСА-1000 и узнаем подробности самого проекта. Приветствую вас еще раз. По-моему, в прошлом году, да, встречались, говорили о КОСА, как замечательно, это прекрасно, и что это нужный проект. На самом деле, да. Я вот буквально недавно в социальных сетях столкнулся с таким мнением: да зачем нам эта КОСА вообще? Вот у нас Токтагулка, воды нет, у нас света не будет. Как мы еще будем кому-то отдавать это электричество и так далее, и так далее. Давайте, наверное, объясним, что как, точнее, будет воспроизводиться электроэнергия для КОСА и в условиях, так скажем, маловодья. Ну и, конечно же, расскажем более подробно о проекте. Ну, прежде чем мы послушаем специалиста, я напомню, что проект КОСА объединяет 4 государства. Это Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Принцип КОСА какой? Дело в том, что летом у Кыргызстана в любом случае возникают излишки электроэнергии. Как это бы не звучало так непривычно для наших ушей, но эти излишки возникают, и их надо куда-то девать. Летом никто не хочет покупать, потому что, в принципе, у соседей, в том числе и Узбекистана, и у Казахстана, есть электроэнергия. У Таджикистана тем более. Он тоже думает, у него головная боль вечная, куда же девать излишки летней электроэнергии. И вот был придуман такой проект, как КОСА-1000, который вот эти излишки будет пересылать в Афганистан и Пакистан. А они-то вот именно летом испытывают очень большой дефицит. У них очень жарко, и им нужна электроэнергия. Я правильно сказал? Да, все правильно вы сказали. Угу. Ну, давайте, наверное, ответим на вопрос, почему же все-таки, так скажем, при низком уровне токтагулки мы будем, как говорится, отдавать электроэнергию. Ну, я вначале просто хочу сказать, что Национальная электрическая сеть Кыргызстана — это высоковольтные линии подстанций, которые транспортируют электроэнергию с вырабатывающих станций. То есть это отдельное акционерное общество, электрические станции. И в основном это они, получается, продают электроэнергию. А мы как бы транспортируем эту электроэнергию электрических станций там, до границы и до потребителей. То есть я с этим что хочу сказать, что то есть вопрос выработки электроэнергии, когда по проекту КОСА занимались, то есть занимался это электрические станции. И они брали, насколько я знаю, 100-летний период. То есть и считали, то есть маловодный период и многоводный, нормальные периоды и так далее. Да, в любом случае появляются излишки, в любом случае, насколько я помню. И экспорт планируется только в летний период, с мая по сентябрь. И когда они планировали как бы в 2 этапа. То есть первый — это учитывался то, что маловодный и то есть многоводный период. Как раз вот в прошлом году, этот год, вот этот период, она длится 4 года. То есть в течение этого периода... То есть наполняемость, приток воды на Токтагульское водохранилище, то есть маленький. Потом через 4 года она идет, наоборот, на увеличение, то есть объема воды. То есть как бы наши расчеты приняты с учетом этого. То есть я просто хочу напомнить, что еще мы не отдаем электроэнергию, мы только начали строить. Да, мы только начали строить, да, определенное время нам нужна, конечно.
И вот электрические станции, когда рассчитывали, они брали, то есть с учетом только существующих мощностей. Мгм. То есть, На тот момент, давайте так. да, Это уже, когда по-моему, 3 подписывался, года, да, уже? да, это 3 было года. в 2008 году, когда Не, подписывался, ну активная такая фаза уже года 3-4 идет, наверное, пока да, ну и уже когда контракт мы согласование, да, и подписали, так далее. да. Основное это генеральное соглашение, где идет Мгм. обязательства государств, которые на себя взяли. Мгм. И вот брался даже существующие мощности Мгм. в расчетах только. Мгм. Без учета, то есть увеличения генерирующих мощностей, то, что сейчас делается. Мгм. Это реконструкция Токтагульской ГЭС, строительство второго агрегата на Камаратинской ГЭС-2, Мгм. реконструкция Учкурганской ГЭС, увеличение мощности на ТЭЦ Бишкек. То есть без учета вот этого. То Если есть я просто хочу понять и объяснить нашим радиослушателям. Ну, допустим, да, 15 миллиардов киловатт у нас вот общая, да, мощность. Сейчас Токтагулка, по-моему, увеличивается на 240, если я не ошибаюсь, да? на 240 мегаватт, да. На 240 мегаватт, Да. да? Камбарата на сколько мегаватт На увеличивается? 120 мегаватт. Вот так вот. Второй агрегат. Так, еще где у нас? Учкурган? Учкурган, там точно цифру не помню, Мгм. тоже с увеличением мощности. Так, ТЭЦ. ТЭЦ, существующей мощности есть, можно увеличить его. То есть Еще. здесь То есть идет расход топлива только. мгм, возможность есть. То Возможность есть есть. нам хватит. Вот специалист заверяет, нам в любом случае хватит, потому что еще в 2008 году эти были сделаны расчеты, то есть не принималось во внимание то, что Кыргызстан наращивает свои мощности по электровыработке. Да. Вот. Кроме этого, по данному проекту предусмотрен как бы два этапа поставки. Мгм. То есть с мая по сентябрь как бы первым уровнем ответственности у нас идет где-то 500 миллионов киловатт-часов на экспорт. Мгм. Вторым уровнем ответственности можно его увеличить до 1,5 миллиарда киловатт-часов в М, год. Это м. с мая по сентябрь. По цене какой? По какой цене? Для Кыргызской республики она идет 5-15 центов Вот за так вот. 1 киловатт-часов Вот электроэнергии. видите, нам легче и, наверное, выгоднее продать излишки, Да, чем вот так вот мучиться. Я правильно говорю? правильно говорите. Это почти в 3 раза дороже, чем внутренний наш тариф. Мгм. То есть, Ну, а таджики? Вот если взять уже с наших партнеров по этому проекту. Для них цена такая же? для них цена почти такая же. Да. Ну, приблизительно. Да? Приблизительно. Потому что я почему говорю приблизительно, Мгм. проект считается единым для Мгм. 4 государств. Так. После завершения строительства объектов в каждом государстве, Мгм. согласно вот этого генерального соглашения, у нас там есть финансовая модель. Так. То есть там будет потом это все пересматриваться. То есть Мгм. каждое государство вложит какие-то финансовые средства. Помимо строительства. Нет, на строительство. А, на строительство. На строительство, да. Так. И с учетом этого будет пересмотрен. М. То есть, если там закладывался, вот, например, Мгм. для Кыргызстана около 230 миллионов, Мгм. она может случиться, что мы там 250 миллионов израсходуем. М. То есть тогда вот это общие наши расходы, то Мгм. есть будет учитываться в том тарифе, который мы будем продавать для Афганистана и для Пакистана. Ну, то есть, грубо говоря, мы сначала отработаем эти деньги, которые затратили, а потом уже будем получать прибыль. Я правильно понимаю? Нет. Мгм. Возврат кредитных средств, которые мы сейчас получаем, Мгм. то есть по грубым расчетам предусмотрен на 15 лет. То есть в течение 15 лет Мгм. это национальная компания, которая берет кредит, Мгм. то есть будет возвращать. Но кроме этого есть остаток как бы денег, который будет получать и электрические станции. М. И 15 лет она грубым расчетом мы и сверх будем получать. По-любому. По-любому, да.
То есть, помимо выплат кредита, еще какая-то прибыль. Да, какая-то прибыль будет. Ну, замечательно. Вообще, как бы так, идеальная картинка. Но так ли на самом деле будет? Вот вопрос. Надеемся. Ну, вот вы заявили цифры 500 миллионов киловатт. Ну, в принципе, это небольшая такая мощность. Да, да. Это Ну, количество электроэнергии. Не очень много только. Да, да. Это около, если по мощности взять, где-то 300 мегаватт. Ну, да, по большому Да. счету. Да. Это где-то 300 мегаватт в летний период у нас будет возможности, потому что наше потребление внутреннее, если Снижается. летом у нас где-то 1000 мегаватт по всей республике, то зимой около 3000 мегаватт идет. Мгм. Не, ну я так Поэтому- еще раз просто напомню, мы 15 миллиардов так в среднем потребляем Кыргызстан. Да? Ну, 15, может быть, чуть меньше, там, 14,5. Да. Вот. Так что эти 500 миллионов, ну, погода не сделает. А если вот уже 1,5 миллиарда, то это уже... То есть нам выгоднее будет отдавать больше Пакистану с Афганистаном, чем, так скажем, денежки же получим. Да? Я же так понимаю. Да, на сегодняшний день можно сказать, что все энергокомпании, это вырабатывающие, передающие и распределяющие энергокомпании, Мгм. тариф социальный. М, То есть она не покрывает свои затраты даже, она дотационно считается. мгм. Поэтому надежда на этот проект, что мы по этому проекту получим какие-то хорошие финансовые средства и будем использовать его Для на, улучшения внутренних. да, именно там, на развитие, на реконструкцию, Мгм. то есть на финансовое оздоровление всех энергокомпаний. Ну вот давайте так просто объясним, да, что так для понимания наших слушателей, почему такие большие цифры, 250 миллионов. Это ну, не маленькие деньги. Вот. Датка Кемин, помните, да? Как строилось там? По-моему, 3 года строилось, если я 3 года, да, да, 2000. если я не ошибаюсь, да. Вот. Но зато мы замкнули внутреннее технологическое кольцо энергетическое и таким образом сэкономили большие деньги. Почему? Потому что, замкнув электрическое кольцо, мы смогли, то есть, трансформировать излишки из севера на юг и наоборот. Я так понимаю. Да, вы очень правильно отметили. Вот. Там еще один момент, что Да. мы создали с этими проектами, то есть независимость электроснабжения всего Ну да. Кыргызстана, как юга, так и Мгм. севера, независимо от электросетей соседних государств, на которых мы в свое время платили за транзит нашей же электроэнергии по их сетям. Ну вот. Видите, поэтому так или иначе эти вещи нужно строить. Понятно, что будут какие-то затраты, понятно, что будут, так скажем, издержки. Вот, наверное, это мой следующий вопрос такой главенствующий, да. Там же заявлялось о том, что будет ну, строительство этих ЛЭП рядом с селами, и эти села надо переселить. Вот это, наверное, тоже издержки такого морального, психологического, финансового плана. Но, э, как вы сказали, то есть переселение сел Мгм. не будет. Да? Да, они проходят рядом с селами. М, Есть 3 села, которые мы пересекаем, Так. где есть у нас дома, которые... Не, ну шум же такой в соцсетях стал. Вот, нас будут переселять, там прям вот люди возмущались. Да, на строительство линии электропередач вообще высоковольтных есть свои Допуски. охранные зоны, Ну, допуск, да. где не должно проживать люди, да. Мгм. На линии 500 киловольт у нас идет 30 метров от крайнего провода. Мгм. То есть расстояние. Если взять общий коридор, где-то 90 метров по створу, От ЛЭП, будем говорить, ЛЭПа, да. то есть не должно быть капитального строительства и Чтоб животные не заходили. жилых домов. Нет, животные могут, деревья можно, сельскохозяйственные делать можно, Мгм. но только проживание людей как бы запрещено в этом Я коридоре. просто, понимаете, я даже напомню, почему шум и почему мы должны об этом говорить. Буквально в том месяце в Бишкеке мужчина пошел на рыбалку вот возле ТЭЦ и с удочкой сгорел. Он поднял удочку возле ЛЭП, и рыбачил возле ЛЭП. Ну и вот и сгорел, погиб. Вот почему мы должны все-таки
Даже не переселять, а перемещать, да, я так понимаю, людей. Да. Правильно? Правильно, правильно. И что, сколько там домов, которые будут подвержены перемещению? На сегодня у нас по перемещению только один дом. А, да? Ставим, да, один дом. А столько шума было вообще. Нет, шумы есть. Это почему? Мгм. То есть у нас для строительства линий Мгм. делается отвод земельных участков Так. от строительства, то есть опор. Мгм. Кроме этого, во время строительства будет временные подъездные дороги для строительства Ну, бульдозер должен опор. же подъехать, я Да, так да, понимаю, да, правильно, да? Ну и, естественно, у нас ну, с привлечением консалтинговой компании был Мгм. разработан план действия по переселению, Мгм. и где предусматривался вот эти затраты Мгм. на этих людей. Мгм. Но у нас, в общем, по Джалалабадской, Ошской и Баткенской области, как бы, ну, в том проекте называется «Лица задействованы как бы проектом», Мгм. у нас 195 человек. Человек или домов? Участков, будем А, говорить, так. где имеются частники. Вот Мгм. из них по Ошской области у нас 122 Мгм. этих частных Мгм. участков. В Баткенской области у нас 34, и по Джалалабадской около 40. Так. То есть, А там дома стоят? нет, вот так домов нету, да. Там есть участки, то есть юлиш участки, Ага. где мы делаем отвод на постоянную основу. Это Мгм. уже для строительства, то есть под опоры это участки. И есть, которые временные для строительства временных подъездных дорог. Так. И у нас предусмотрены средства, которые мы выплачиваем, то есть компенсируем М. этим частным лицам. Можно гипотетически я спрошу? Я там, не знаю, Барапаев какой-нибудь, Айткул, Мгм. да, живу в Джалаватской области. Вот вы провели там, строите вот это вот ЛЭП, Мгм. и вот это ЛЭП проходит через мой земельный надел, на котором я там картошку сажаю. Мгм. Вы его заберете? Да, да. И будем вам выплачивать компенсацию на этот землю. Там же опять делится на как бы две категории. Мгм. Это если мы временно, то, Так. что дороги, и то, что на постоянно. Если опора попадет на ваш участок, нам придется у вас это выкупить. Это земельный... И я могу в другом месте купить. Да, да. Или Или как? вам предоставят, да, в другом месте. Или предоставить в другом Да, месте. местный айлюкметы. Мгм. А вот там с арендой как-то вот мне же выгодно, чтобы вы временно взяли, и потом я дальше сажал картошку. Не, ну если опора будет стоять, вы там уже не Не, ну посадите. если не опора, а если под линией, например, участок. А под линией мы у вас выкупать не будем. Она как была ваша, Так. она останется у вас. Вы Мгм. также будете вести хозяйство, как сажали Спокойно картошку. буду Спокойно. сажать, Да, да, да. Под линией проблем нет. Ну, а временно там же все-таки дорога будет. А если временно, да, Да. тогда будет платиться... Вот через мой участок, вот прям возле опоры, вы будете там бульдозером, экскаватором, краном проезжать, а я в это время сажать картошку не смогу. Да. Вот. Тогда мы... Я буду злой на вас. Да, конечно. Мы будем компенсировать эти затраты на сельхозпотери. Ну, А. там, конечно, не на 49 лет, а будет там на год. Мгм. Не, ну я об этом и говорю. Да. Ну, действительно, там там год-два я, например, не смогу сажать картошку, по большому счету. Да, да. Да? На это будет компенсация выплачена. Ну, вот, а столько шума. А с чего шум такой был? Я понять не могу. Шум такой, что то, что я говорил, вот эти села, у нас вот 3 села. У нас в Джалалабаде одно село, Мгм. и 2 в Баткенской области. Это в Кадамджае Так. и один Ахтурпакском айлюкмету, Мгм. где мы проходим, то есть пересекаем село. Мгм. И местные жители как бы против этого. Хотя по нормативам, Мгм. то есть у нас придерживается вот это расстояние, то, что я выше говорил, Да, 90 метров. да. Мгм. Но люди говорят, что нельзя, тут мы еще хотим развиваться, там, ну и так далее, что Боятся, будет что ли? вред, да. Из-за этого люди против, чтобы мы пересекали вот это село.
Говорят, Так. Как обходите, да. говорит. Как решили этот вопрос? Э, В настоящее время как раз идут уже несколько месяцев Мгм. с учетом всех местных администраций, Мгм. как ну, обладминистрация, районных, Айлюк-Мыту, Мгм. идут переговоры с вот этими жителями, которые ну, выходят, бастуют, Мгм. которые против строительства данной линии. Но пока еще до конца ну, не вышли, хотя по всем нормативам все понимают, что мы не нарушаем, у нас все Ну, просто нормы придерживаются. капризничают, получается. Ну, можно так сказать, но... Не, ну закон есть закон, давайте так. ну, конечно, ну, по закону у нас Да. мы не нарушаем. Есть один, который попадает под нашу охрану, да, мы ему будем выплачивать компенсацию и будем выкупать. Видимо, остальные обиделись и хотят тоже компенсацию. Ну, и есть такие моменты. Не, ну на Е- самом деле, чисто психологически, да, вот почему вот у Бошкоя дали компенсацию, а мне Айткулу не дали. Вот прям, я Да, не кроме знаю. этого, одному дали, если 30 тысяч, а Мгм. другому 20 тысяч. Ну, естественно, который 20 тысяч получил, он сразу возник, почему? Да. Хотя там у нас одинаково. А там Ага. работает целая оценочная комиссия. Мгм. То есть, и они То есть оценивают. степень зависимости, степень возведения вот этого всего, да, Да. просчитывается. Есть даже, которые, ну, далеко в другом месте расположенные дома, и Мгм. то тоже возникает, что нельзя строить. Не, ну это, я не знаю. На самом деле, Это тяжелое, я просто помню, вот раз мы заговорили уже в начале беседы о Токтагулке, я просто помню, как одна из бабушек мне рассказывала, она жила в Эски Токтагул, в старом Токтагуле, Мгм. вот, как их переселяли, вот. Она рассказывала, говорит, ну, вот государство сказало, будет большая польза для всей страны, у всех будет много света, вот, у всех будет вот такая вот картинка, да, то есть мы там будем жить в тепле и, как говорится, в довольстве, да, Мгм. вот надо переселить. Люди, конечно, возмущались. Она рассказывала, было возмущение, но государство сказало, закон есть закон, все, построили новый Токтагул, туда переехали, все, больше никаких. Да, конечно, там какие-то были, так скажем, психологические потери, эмоциональные, типа, вот это же моя родная земля, я там родился и вырос, и так далее, и так далее. Ну вот, как-то так. Ну, точно такая же ситуация и у нас, можно Ну мы же сказать. не Ну, затапливаем же их, ну, ну я да, не знаю. не такого, конечно, масштаба. Мгм. И вот вы правильно заметили, что объект находится, как бы является, то есть Мгм. стратегическим объектом. Она, Ну, на самом деле, да. она, да, государство может без всяких, то есть Забрать. согласований забрать. Ну, Да. грубо говоря, так забрать. А с ним еще разговаривают, объясняют. И Ну, там еще какой-нибудь сосед с другого конца начинает возникать. Ну, Ну, картинка, конечно, прям маслом. Это у нас как бы по местным законодательным нормам. Мгм. А кроме этого, вот наши доноры, Мгм. это 3 донора, они очень так осторожно относятся к данным вопросам. Поэтому они полностью тоже контролируют данный вопрос. Я даже понимаю, почему. Вы знаете, потому что, ну ладно, Кыргызстан, Таджикистан — это государства, которые строят и будут давать электроэнергию. А вот Афганистан, Пакистан, там же, они же получать будут энергию. Ой, там целая картинка, насколько я знаю, там террористы, боевики, и там целая большая задача, как охранять эту ЛЭП стоит, чтобы правительственные войска там, по-моему, даже будут патрулировать, что ли, чуть ли. Я так, по крайней мере, слышал. Я правильно говорю, нет? Ну, пока такой конкретики нет, Мгм. но... Ну, разговор, я просто с одним афганским экспертом узнавал, я говорю, как вот? Ну, говорит, планируется вот так, чтобы не взорвали ЛЭП или еще что-нибудь. Согласно вот этого соглашения, Мгм. то есть есть свои обязательства, то есть гарантии. Мгм. Есть уже состоялось обмен правительственными гарантиями всех 4 государств. М. То есть и где, например, Афганистан и тот же Пакистан обязуются обеспечить полностью безопасность.
Я предлагаю уйти на коротенький перерыв, дорогие радиослушатели, а после выпуска новостей на волнах «Радио Спутник» мы узнаем другие подробности проекта «Коса-1000» и будем узнавать все-таки, чем же разрешится вся эта проблема с переселением. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Новости на радио «Спутник», Кыргызстан. Буквально часом ранее вице-премьер вместе с представительницами, захватившими здание, женщинами, уехал из пригородного в Бишкек для встречи с премьер-министром Улугбеком Мариповым. Часть женщин осталась в здании, будут ждать результатов переговоров. Напомним, что сегодня в здании Лагмату захватило около 10 женщин. Они заявили, что готовы к самосожжению и вышли на акцию из-за задолженности по кредитам. Полномочный представитель правительства в Чуйской области Эркин Тентишев сообщил, что президент Садыр Джапаров и премьер-министр Улугбек Марипов в курсе происходящего. Депутат Дастан Бекешев на заседании Джугурку Кенеша предложил вернуться к законопроекту о химической кастрации педофилов. Бекешев заявил, что в стране продолжаются случаи сексуального насилия в отношении детей. Депутаты 5-го созыва в 2013 году предлагали законопроект о химической кастрации, но тогда президент не поддержал. В стране все еще наблюдается такого рода преступление. 9 апреля в селе Кашкар-Кыштакс Карасуйского района был такой случай. Семилетний уже работает в Казахстане. Его приняли 2 года назад. Министерство юстиции Кыргызстана призывает граждан воздержаться от приобретения транспортных средств, ввезенных с учетными регистрационными абхазскими номерными знаками. Данные транспортные средства не подлежат регистрации, так как ввезены на территорию республики с нарушением норм таможенного законодательства ЕАЭС. Также информируем, что первичная регистрация транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления на территории Кыргызстана запрещена. Вместе с тем, нотариусам Кыргызстана предписано не совершать нотариальные действия по оформлению доверенностей, связанных с автотранспортными средствами, ввезенными с учетными регистрационными абхазскими номерными знаками. На встрече первого вице-премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова и вице-мэра столицы по социальным вопросам Айджан Чыныбаевой с представителями волонтерских движений предложено собрать все волонтерские организации в единый реестр и создать городской штаб по координации деятельности волонтеров. Для большей эффективности добровольцев разделят на 4 команды: волонтеры-медики, ассистенты в красных зонах, водители и ответственные за раздачу гуманитарной помощи. Для волонтеров с медицинским образованием будут проходить обучающие тренинги по линии Минздрава. Волонтеры по гумподдержке будут работать напрямую со столичным муниципалитетом. Предложено создать список семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые не состоят на учете Управления соцразвития. Для добровольцев-водителей сотрудники Центра мониторинга ГОБДД Кыргызстана предложили составить список организаций, которые будут заниматься оперативной перевозкой для дальнейшего упрощения процедуры списания штрафов за вынужденные нарушения ПДД. Новиков отметил, что на данный момент акцент делается на работу поликлиник. Также разрабатывается обновленный алгоритм работы с пациентами COVID-19. Каждый день гость на радио «Спутник Кыргызстан». Беседуем о политических трендах и делимся жизненными наблюдениями в программе «Особый акцент». Продолжаем наш эфир. Программа «Особый акцент». В студии я, Талабек Ураскулов. Сегодня у нас в гостях Рустамбек Раимкулов, начальник группы по реализации проектов Национальной электрической сети Кыргызстана, проект «Коса-1000». Мы сегодня говорим о процессе переселения из-за строительства ЛЭП и узнаем подробности проекта. В первой части нашей программы мы выяснили, что этот проект нужен для того, чтобы Кыргызстан мог выгодно продавать излишки электричества, которые появляются
в любом случае только в летний период. Зимой, конечно, мы потребляем много. А вот летом, так или иначе, все равно появляются эти излишки, их надо куда-то девать. Как говорится, в батарейку их не положишь, в карман не покладешь, в аккумуляторы не сохранишь. Вот и приходится решать или отдавать за бесценок казахам или узбекам, или все-таки можно вот продать вот, афганцам и пакистанцам выгодно. И при этом как бы вкладывать эти денежки уже опять внутрь Кыргызстана, для того, чтобы развивать развитие, да. электрические сети. Кстати, вот если уж мы заговорили о развитии внутренних сетей, я бы хотел узнать, насколько, так скажем, вы оцениваете устарелость наших сетей? Потому что многие эксперты говорят, что у нас все сети старые, вообще на ладан дышат, и так далее, и так далее. Я не соглашусь с этим. У нас в Кыргызстане делится как бы на две части. Это распред сети Да. 35, 10, 0,4 киловольта. Ну и у национальных сетей 110, 220, 500 киловольт. 500 киловольт, да. Ну, распред сети, насколько я не знаю, но наши где-то, по-моему, около 40% Старые. Старые, да, изношенные. Мгм. То есть надо их менять. Надо, да, конечно, надо. И Что менять? Сами ЛЭП менять или провода, или изоляторы, что нужно менять? ну, основные все оборудования. Это, если начать, большинство у нас на подстанциях. Это Трансформатор. трансформаторы, выключатели, разъединители у нас старые. Еще Ой, те, там которые... такие разъединители, дорогие Да, радиослушатели. Если это- 500 киловольт вы посмотрите, там вообще там целая картинка. Те старые, которые уже Да. в музей надо, их надо уже менять на современные. А их отправлять в музей? Да, а их в музей уже надо, потому что, ну и по обслуживанию очень тяжело. То есть, Ну вот, постоянно насколько я знаю, уход на нужен. Даткакемин, там, по-моему, даже, вот если брать разъединители, они автоматические, да, я насколько помню. Да, у них являются как бы разъединители локтевые, они как бы называются, ну, другого типа, Да. с большим сроком эксплуатации. Безискренные, вот. Да. Вот, я вот это точно знаю. Там нет искры. Да. Я вот недавно в соцсетях увидел ролик, когда в каком-то штате американском показывают, как разъединяют. Я вообще, извините, удивился, как это электрик подходит. Ну, там как минимум 100 киловольт, я так понимаю. Дуга высокая, там порядка метров 5, наверное. Вот. И он разъединяет вручную. Ну, вот как? Ну, там же должен быть, по крайней мере, автоматизированный процесс Да, и разъединения. дугогасящими камерами. Да. Ну, здесь все автоматическое, конечно, Мгм. современное. Поэтому и в данное время работает, и там количество отключений и включений намного выше, чем которые, ну, те старые. То есть эти все 40%, которые вы сказали, надо потихонечку менять, Потихонечку чтобы менять, да. не было аварий и, так скажем, прерываний по поставках энергии. Да, да. И в то же самое на линиях электропередач. Мгм. Ну, если грубо говоря, есть линии, которые используются там фарфоровые изоляторы. Это те старые. Старые. Да, Сейчас которые же стеклянные, насколько я помню. большинство стеклянные, да. Да? Да. Стеклянные Или же лучше. полимерные. То есть на линиях 110 в основном сейчас рекомендуется использование полимерных изоляторов. А на 220, А вот на 500 коса уж какие будут? стеклянные будет. Стеклянные? Стеклянные, российские Угу. будет. Уже поставка начался, уже первые 2 партии уже пришло. Угу. И в данное время на складах уже в Баткенской области. Ну, вот в отличие от полимерных, просто это уже так, есть вот уже полупрофессиональный разговор, полимерные, они не сильно выдерживают низкие температуры, насколько я помню. Не, ну, Стеклянные лучше. Стеклянные лучше, да. Да. Это Там для- минус 50, им вообще без разницы. Просто для удобства обслуживания. Например, если где-то прошьет полимерный изолятор, его Его можно. не видно, Мгм. во-первых. И замена, если надо, будет полностью придется делать. Да. А стеклянные можно а почистить. Стеклянные, да, по частям можно поменять. И сразу на стеклянных есть видимое место Пробивки. да. Вот видите, повреждения. вот. А так как весь проект, насколько я знаю, там, по-моему, через горы, да, коса будет проходить. Предгорные, Да, ну, так. точнее, Да, предгорные. там все равно холодно.
Да. Разница температур высокая. Там и жара летом, и Летом жара, Да. зимой холодно. очень холодно. Поэтому- Поэтому это очень важно. Не зря спросил про техническую составляющую. Когда начнется уже прям вот-вот строительство? А, Есть То есть обязательства. бульдозеры когда начнут Да, ездить. ну, есть обязательства как заказчика, так и подрядчика Мгм. нашего. У заказчика один из обязательств — это отвод земельных участков, то, что Мгм. я выше сказал, Да. и в конце выпуском постановления о трансформации земельных участков Мгм. данных. Мгм. В настоящее время по Баткенской области, Мгм. это 276 километров линии электропередачи, мы, то есть, уже выпустили постановление правительства о трансформации. Так. И 3 апреля мы с участием президента Кыргызской республики заложили капсулы начала строительства объекта Первые опоры, да. по Баткенской области. Мгм. И с тех пор уже наш подрядчик сразу же приступил к фундаментным работам. Мгм. На сегодня уже на 20 опор залиты уже фундаменты. Мгм. И где-то около 40, на 40 опор уже вырыты котлованы Мгм. для заливки фундамента. То есть Мгм. там идет рытье котлована, Так. потом армирование, Мгм. установки опалубок и уже заливка бетонов идет. Мгм. То есть там большой объем. С сами чего производство будет? Ладно, и с изоляторами разобрались. Сами опоры Мгм. будут... Наши? Нет. Не, это- бетонные это наши же делают. Не, бетонные, да. Да, а я вот сами железки А вот лэпы, да, железки будут турецкие. турецкий? Да. Потому Ну, что наш генеральный подрядчик, Мгм. который выиграл тендер, Тендер? Мгм. они сами производители этих опор. Вот так. Это То есть они по оптовым ценам дают, да? один из больших компаний в Мгм. Турции, которые производят именно опоры. М. Это 100% идет ихний. Мгм. И, изоляторы... А на тоже них они- удобно залезать? Вот у нас-то стоят советские еще, насколько я помню. Там технологию подняться можно там по разным путями. А вот на турецких пробовали залазить? Пока не пробовали, но у нас есть объекты, которые ранее Мгм. у них покупали Лэпы. опоры. Да. Ага. Во-первых, у нас до 8 метров высоты предусмотрены антивандальные болты. Так. Чтобы их А, не скрутили. Да, не раскрутили и не своровали. Мгм. Кроме этого, у нас на высоте около 3 метров Мгм. будут ержи, Мгм. чтобы не могли подняться на опору. М. Это в целях безопасности. Это кроме Ну, у нас же табличек. народ любопытный, он Да. же, да, начнет. А потом уже выше 3 метров у нас будет степ-болты, лестница Мгм. для поднятия уже на опору. Ну, я вот Окей. поэтому и спросил, легко ли подняться. Почему? Потому что я вот помню, ребенка мы лазили, и потом после того, как лично своими глазами увидел, как, вот опять-таки тоже возле реки, сгорел человек на ЛЭП. Вот после этого я даже не ногой рядом. Ну, понятно, что у меня сейчас допуск есть, я тоже энергетик по образованию, я могу и знаю, как лазить. Но картинка, конечно, не очень хорошая. Я бы, конечно, призвал всех людей, не только в энергетике, но вообще в других отраслях, в первую очередь соблюдать правила техники безопасности. То есть везде, хоть бы где. Особенно в электроэнергии. Почему электроэнергии? Я даже в свое время, когда работал монтером, Мгм. например, заходишь в трансформаторную будку, а там есть шины, плоские. Мгм. И сверху лежит такая пленка из пыли. М. Так и хочется тронуть руками эту пыль. Так, А она-то электроэнергия, в глаз не видно, да. звука нет, а она под большим напряжением. Ну, там поле магнитное сразу, электромагнитное. Я говорю, просто Да, на поэтому и пыль 10.04 притягивается, да, так Там и и пыль хочется. Потом притягивается, на глаз не видно, Да. звука нет, и так и хочется. А на 500 киловольт, естественно,
Если, ну, не дай бог, конечно, там, не доходя, уже сгорит человек. Ну, там 3 метра, дорогие радиослушатели. Если вы подойдете ближе 3 Ближе метра 3 метров, да. да, к проводу, все, человека притянет просто-напросто, и он превратится в уголек. Да. Вот. И поэтому такая вот техника безопасности, чтобы 90 метров от ЛЭП, потому что ветер раскачивать может, человек может пройти с косой, с удочкой, там, чтобы вот этих вот, так скажем, угроз не было. Да. Ну что ж, у нас осталось вот 3 минуты, да, я вот хотел бы узнать на данный момент, вы сказали 195 участков, да? Это частных лиц, которые мы возмещаем ущербы. Мгм. Как временного характера. Со всеми так и на- договорились. Сказали, Байке, молодец, государство тебя не забудет. Нет? Нет. Нет? Ну, можно сказать, вот из 195 с большинством договорились, контракты Так. уже подписаны, выплачены. Но вот в 3 селах Мгм. есть несколько людей, ну, которые мы еще до конца не подписанные контракты. М, э, В раздумье. Да, мы сейчас и совместно с местным органом власти, Мгм. то есть над ними ведем работы, переговоры, Разъяснительный работа. разъяснительные работы и плюс предоставление, может, участка в другом месте. М. То есть, Ну, на самом деле, как бы несколькими любого человека можно понять, но и гражданин должен понять государство. Это же не ради прихоти это делается. Это... Да, с людьми вообще сложно. Есть, которые оценивают там на несколько раз дороже, чем рыночная цена, например. Мгм. Ну, Несколько по раз. закону, по-моему, экспертная комиссия, если оценит участок, дом там в определенный, то все, больше ты уже не имеешь требовать. Да. Ну, если так, только Право. в судебном порядке. В суд можно подать. Да. Да, государство может в суд Только в подать. судебном порядке. Ну, а что делать? Если человек не понимает. Да, больше Э, другого выхода нет. Вот я же не зря упомянул историю про бабушку, которая жила в Искитоктагул, да, она вот говорила, было там у них один сосед, ну, так скажем, через улицу в Искитоктагул жил, он там до конца стоял, вот все уже переселились, а он там жил, никуда не уходил. Оказалось, что, он один был, вся семья его была похоронена там. Вот. И потом, путем переговоров были проведены перезахоронения, и все, он спокойно уехал. Ну, вот у разных людей по-разному причины. Вот. Поэтому всегда, я думаю, можно решить. Да. Так что, дорогие радиослушатели, я думаю, что «Коса 1000» — это не, так скажем, не первый и не последний проект, который будет инициировать власти для того, чтобы нам развиваться, работать и улучшать свою страну. Таких проектов много, в том числе и ГЭС. Я так знаю, да. Ладно, реконструкции, там какие-то модернизации — это одно. А нам предстоит для того, чтобы выйти из энергетического и в том числе экономического кризиса, нам нужно, необходимо прям жизненно строить новые ГЭС. И с этим вопросом тоже, я думаю, будут возникать вот такие вот вопросы по поводу переселения, по поводу затопления каких-то участков и так далее. Ну, надо воспринимать адекватно эти вещи, я думаю. Да, правильно сказали. Рустамбек Раимкулов, начальник группы по реализации проектов национальной электрической сети Кыргызстана. Сегодня у нас был в гостях. Мы говорили о процессе переселения из-за строительства ЛЭП «Коса 1000» и узнавали подробности проекта. Далее нас ждет не менее интересная программа. Я надеюсь, что в Кыргызстане не будет никогда энергетического кризиса, и мы с вами будем жить в тепле и всегда со светом. Не переключайтесь. Спасибо. Радио Саб.